Всем привет, друзья! Сегодня 1 октября, воскресенье. Ну, как видите, погода очень хорошая. Ну, то есть бабье лето, оно продолжается уже всю вот эту неделю, ну, как с прошлого понедельника. Такая солнечная погода каждый день. Даже северное сияние было 2 дня. В общем, погода сегодня нам благоволит, и мы по традиции, как обычно, с Димой вдвоем едем на объем. Но сегодня у нас примерно где-то 60-70 километров предстоит проехать. Катим мы сейчас до полей Вискотына, потом на Киндианцы. Ну и дальше там, скорее всего, в сторону Кулагина, Жата и Якутск. Ну, примерно где-то, да, 60-70 километров выйдет. Ну вот мы свернули на Севастопольскую, хотим проехать по Тайвани, то есть по улице Кузьмина, где деревяшки. И хотим посмотреть качество проведенных асфальтных работ, так как работы уже сделаны. Посмотрим, как там дорога. Вот, двигаемся мы по Севастопольской. И заодно еще вот покажу вам осенний такой лес Якутии. Тоже очень красиво будет. Наверняка увидите красоты нашей природы. Полюбуетесь вместе с нами. Будет интересно. Вот, кстати, в этом районе прошло мое детство, улица Кузьмина. Здесь неподалеку мой дом, куда будем проезжать. Ну, вернее, снесли уже давно деревяшку, нашу двухэтажку. И вот этот поворот направо, вот где вот эти синие гаражи, нам туда. Сейчас посмотрим улицу, заснимем. Вот плакат: капитальный ремонт улицы Кузьмина. Вот начинается дорога, но я вижу, там впереди, оказывается, не сделали дорогу. Я-то думал, доделали. Вот тут тротуар такой. Здесь, наверное, ливневки или что-то. Ливневки, наверное, скорее всего, да, вот. И вот это улица Кузьмина, Тайвань. В народе Тайвань называется, да, вот. Вот здесь прошло наше детство и юность. Жил я в этом районе до 15 лет. Ну и потом мы переехали на другую улицу, на Можайского. И здесь вот эти двухэтажки. Тут вот видите, часть домов уже снесли, как и наш дом. Вот это 61-й магазин. Здесь раньше, помню, пацанами бегали, желе покупали. Желе такое сладкое, типа сахара, оно такое желтое, как сахар на вид. Но было очень вкусно. Вот. Там садик, за этим домом там дальше школа 30-я. Ну вот район наш. Видите, вот, ну как бы кусками, да, вот там получается маленький кусок асфальта нету, а здесь положили. Здесь все-таки положили. Вот, и вон за теми гаражами, вот за этими гаражами вот стоял наш дом Кузьмина 14, в котором мы жили долгое время, 15 лет. И потом переехали. Вот такой район. Всегда, когда едешь, что-то у меня такая небольшая ностальгия по детству. Когда не было телефонов, ничего. А жили мы, гуляли только на улице, обитали с пацанами, бегали. Так, ну а сейчас, Дима, налево, потом на Белое озеро будем ходить по этой дороге. Так, а это улица Пилотов. Здесь начинается район Белое озеро, так называемый. Ну вот, справа Белое озеро, слева Белое озеро. Когда-то это было единое озеро, но потом вот такой вот, типа, переход сделали, раскопали, поэтому
Сейчас это как будто бы разные два озера, но название одно. А это поворот на улицу Покрышкина. Нам сюда направо. Сейчас будем ехать до конечки двойки второго маршрута. Но здесь все частные дворы, частный сектор. Ничего примечательного в этом районе особо нет. Обычный район с частным сектором. Так, проезжаем улицу Покрышкина, и здесь у нас далее поворот направо. Кстати, конечка двойки здесь. Здесь уже такая грунтовка начинается, классическая. Оп-оп. Так. Выходим на Плем объединение. Вот, начинается отсюда Племка район. О, какая собачка серьезная. И потом по этой улице мы проезжаем, потом налево и направо, потом еще один поворот будет, и выйдем на дорогу в сторону Кирзавода. Заехали в магазин, Дима тут воды купит, да поедем дальше. Вот такая солнечная погода. Да, по погоде сейчас за бортом -8, тепло, штиль. Ночью -10 было, заморозки уже серьезные начинаются, но по-настоящему холодно уже примерно будет. Наверное, где-то в конце октября, в начале ноября уже пойдет -20, -30, примерно так будет. Ну вот и следующей неделе уже с 3-4 уже температура опустится до 4 градусов. То есть будет +4, +3. Сейчас пока тепло. Вот начало Маганского тракта. Нам направо. Поворачиваем. Димке кто-то звонит. Вот так вот, поворот направо. Отсюда до Магана 12 километров. Так, а мы совсем в другую сторону направляемся. Сегодня нам не до Магана. Сегодня нам нужно в Кильдянск как-то добраться. Так, дорога уходит прямо на Кирзавод, но нам сюда налево надо. Это начало Намцирского тракта, первый километр. Тут тоже такая грунтовочка. Ну все, уже где-то ближайшие 20-25 километров нас ожидает грунтовка. Асфальт такой сейчас на подъеме, короткий участок будет метров 400-500. И все, и там тоже грунты, пески. Все как мы любим. Жал пик-пик, это уже сигнал. Ну, он уже сейчас снимает. Но он же снимает. В эту сторону? Да, в эту. Вот сюда. А как туда снимать? Жал. Дима сейчас оператор. Снимает. Со стороны. А, ну вот сейчас снимается. Да. Окей. Да, можно уже не снимать. А.
Так, ну вот мы и на подъеме. Сейчас нам сюда направо, в сторону карьера. Фу, еще вот недавно узнал, что GoPro 12 вышла. Ну, посмотрел я обзоры, в общем, на GoPro 12 Black Edition. И как бы многие приходят к выводу, что в принципе там ничего не поменялось в GoPro 12, в отличие от 11. Но это касается как бы сам вот корпус, он такой же, как и у 10, как у 11 и у 12. Только там какие-то мелкие вкрапления синие, да, вот, типа как стиль подчеркнуть, наверное. Ну там формат HDR появился. Вот на 10, 11 HD просто формат. Там HDR дополнительно. Ну и те же вот функции 5К, 4К, то есть разрешение видеосъемки. Вот, что там еще? Ну, появилось Bluetooth соединение, можно там, допустим, наушники подключать к камере. Ну, все. И, кстати, GPS убрали, что тоже как бы, наверное, можно считать минусом, потому что, допустим, в 10, в 11 GPS есть, а в 12 убрали. Ну и на рынке она сейчас примерно около 50 тысяч стоит эта камера. Ну, в общем, особых изменений нет. Все то же самое практически. Вот такой осенний лес. Вот так, сосны, ели, немножко березок в этом лесу. Вот такой сосновый лес. Перемешку бывает. Фу. Так, а вот мы доехали до поворота на... Ну, вот это вот на сопки вводит туда, к сопкам, к обрыву. То есть там мы спустимся и попадем на поля Вишхотына. Сейчас начинаются пески. Будем топать по пескам. Вот он, песочек, дорогой наш песочек. Да, песок, надо сказать, такой утрамбованный уже, как будто едется на нем, по нему легко. Раньше тяжелее было летом, когда он рыхлый-то был. Сейчас, видимо, вот из-за холодов, ну и то, что осень уже, как бы здесь он такой, как бы затверденел, что ли, от холода. Поэтому и катится он по нему сейчас очень легко. А летом, когда он рыхлый, я местами тут даже спешивался, иногда не мог проехать. Не на лошадочках. Вот, заехали в дремучий лес. Так, проезда нет, конная база. На самом деле проезд есть, если немножко вправо ехать здесь, то можно проехать. Шаман дерева. Вот вид открывается. Вон туда. На те поля надо выйти.
Ну вот мы доехали до поворота, который уводит нас вниз по спуску. Идем мы, соответственно, пешком, потому что здесь спуск довольно-таки коварный. Если стоит гидравлика и 2 тормоза настроены, всегда можно спуститься. Я здесь спускался. Но у меня сейчас механика стоит. Ну и мы никуда не спешим. Не хотим колодки сжигать, тормоза жечь. Поэтому здесь будем мы пешком потихонечку спускаться. Ну там хотя бы до половины, потом поедем уже. Раз. Вот вид на поля открывается. Все, спустились с горки, вышли на поля наконец-то. Ой, и тут нам налево ворот. Да, почва тут какая-то белая. Наверное, это соль выходит. Вот такие вот поля интересные. Слева горки, сопки. Еще даже жарко стало как-то. Прогрелись. Да, вот вы видели на своих экранах лошадок якутских. Ну вот наши лошадки, они получаются самые экстремальные. Минус 50 мороза, минус 60, даже минус 70 в Аймиконе. Выживает, хоть бы хны. Всю зиму могут на улице, в лесу находиться. Вот. Такие самые, как сказать, самые морозоустойчивые, вот, самые морозоустойчивые лошади. Но мы уже где-то напротив Схотына, движемся дальше по полям. Ветер у нас такой штиль, вроде как вообще не дует. А, совсем непонятно. То ли боковой, то ли встречный. Ну, можно сказать, его нету. Так что с ветром повезло нам. Вот и лошадки. Так, ну вот мы с Димой приехали на развилку, вот прямо туда в гору. Там заброшенная военная база Вена находится. Здесь направо нам туда, в Кильямцам. Тут единственное, там вон скамейка есть, такое как бы место для отдыха. А там уже машины, люди сидят, отдыхают, поэтому мы туда не поедем. Сейчас чуть дальше отъедем, там постоим, отдохнем. Вот. Вот слева озеро.
Здесь в детстве с отцом мы ездили, ставили сети, я, брат, наш папа. Ну, тут сети ставили, снимали за день по 2 ведра примерно в среднем. Если на ночь оставляли, то бывало и по 5 ведер, если повезет, конечно. Вот такое вот озеро с карасиками. Так, а мы находимся на местности Молотовская Падь. Сейчас тут спугнули, цапля была такая здоровый аист. Вот туда вдали летела. Так, вот этот обрыв проходим, потом направо и дальше туда, в сторону Кильдямцев. Так, уже почти доехали до Кильдямцев. Вот виднеются дома, сама деревня впереди. Так, ну проехали мы 33 километра 600 метров и время на часах 15 часов 15 минут. Где-то примерно часов 7 только будет темнеть. Но пока светло. Надеюсь, до темноты успеем, наверное, вернуться. Фу, вот мои в Кильдямце. Вот такие двухэтажки, обшитые металлом. А что тут так особого в Кильдямцах ничего нет, конечно. Обычная деревня, поселок. Ну вот и прощаемся с Кильдямцем, наверное, до следующего года. Все, уже скоро зима. Сюда уже мы не приедем. Зимой это далекий маршрут. Мы вот немножко отдохнули. Кстати, к нам навстречу Боря едет. Сейчас возле Сардаха должны с ним стыкануться там. Потом поедем, наверное, полями в сторону Жатая. Там по Жатаю прокатимся и выйдем снова на трассу и до дома. Такой план. Ну, в общем, проехал уже 42 километра. Время в пути 2 часа 35 минут. Ну и время 15 часов 48 минут. А вот и Боря нас встретил. Боря, привет. Здорово. Напротив Сардаха. Сейчас дальше. Все, мы вышли на поля, свернули с трассы, сейчас катим в сторону Жатая. Не знаю, успеем ли нет до темноты. Может стемнеть сейчас очень быстро. Боря говорит 2 часа и все, уже темно будет. Посмотрим. Время 16:16. Да, сейчас. Потемнеет, 6, да? Нет. Так, ну вот мы почти в Жатае, можно сказать, нефтебаза. И вот тропинка, здесь люди проходили, сказали, по этой тропинке едете и ровно в Жатаю попадете. Сейчас поедем, посмотрим. Вот такая тропиночка сейчас выведет нас в Жатай. Прямо на набережную должна попасть. Вот тут слева овраг такой, справа нефтебаза, цистерны стоят. Вот так. Пройдет. Турникет. Хопана.
Все. Вчера быстрее прошел, чем в ленте. И ленте капец долго тут застревал. Да, вот тут пролазили. Скользкий тип. Камера. Едем мы по набережной. Это, видимо, аллея славы. Все речники, соответственно, заслуженные люди, почетные граждане. Ну и вот здесь вот полуостров, вон там машин дофига. А вот мы и на набережной Жатая. Вон там яхта Лена называется, двухэтажная. Такую бы яхту нам. Так, вот здесь. Кстати, здесь этот знаменитый фильм снимали, нет? Фильм снимали, связанный с разморозкой зимних судов. Видел, да, фильм? Вот на этом причале снимали как раз. Там сколько-то, ну, много миллионов просмотров. Интересное видео. Вот такой вот памятник Ленским речникам, 2005 год. Корабль Селенга, вот механик Мельников, капитан Красноштанов. Так, а это центральная площадь ПГТ Жатай. Поселок городского типа. Ну, как в городе, можно сказать. Тут где-то фонтан, по идее, уже выключен. Все как. Я еще, ну вот, через Google, когда набираешь Жатай, такой же, с таким же названием населенный пункт есть в Латинской Америке. По-моему, это в Бразилии тоже Жатай, но не ну, без и краткого на окончании, просто Жатаи, Жатаи, а это Жатай. Вот схожее, да, название. Можно сказать, у нас здесь чем-то с Бразилией родственные. Так, ну вот мы едем в сторону моста. Боря нам хочет, можешь показать? Ну вот собака как раз. Иди нахер. Прыгает. Зараза. Ну чуть под колеса не попала. Как раз вот видели. Выбежал. Да, я видел уже, что готов был. Кстати, собаки, да, они так больше ругательные слова. Маты понимают. Ну как люди. Если будешь там просто там, ой, отойди там, человеческими словами, культурно ее, она не убежит. Поэтому только по жесткому, если ты крикнешь на собаку, тогда она уйдет. Так, а вот и мост, про который нам сегодня Боря рассказывал. Я здесь лично в первый раз, поэтому интересно. Вот он, мостик. А почему рукоятка вперед? Тебе так удобно? Ребят, уже стемнело, уже где-то 7 час. И мы вот здесь с друзьями стоим. Здесь амбассадор Huawei. Между Даркалахом и Жатаем. Сейчас посмотрим, как камера Huawei снимает. Просто снимаем видео. Это GoPro 11. Ну, конечно, не хватает, да. Так. Ну, я думаю, нормально. Снимаем для Huawei. Ну все, друзья, вот мы и в городе. Время 19 часов 57 минут, ну почти 8 часов вечера. Пройденные километры 67 километров. В общем, покатушка удалась, все хорошо. На этом будем прощаться. Всем пока. Ставьте лайки, оставляйте комментарии, подписывайтесь. Ну и до следующих встреч. Всем пока-пока.